человек шел с пониманием, что от его голоса что-то зависит. И самое главное, ждет перемен. Перемен. Страна уже другая, после 2 года специальной военной операции. Поэтому наш кандидат Николай Михайлович Харитонов, он известный политик, известный депутат, общественник. 23 года он возглавлял большое сельскохозяйственное предприятие в Новосибирске. И его показатели можно посмотреть. Они очень впечатляют. И каждый имел достойную зарплату, и каждый имел достойное жилье, каждый имел социальные гарантии. И развивалось это предприятие. Будучи депутатом Государственной Думы, более 6 уже созывов, он возглавляет комитет по Дальнему Востоку и Арктике. Это комитет непосредственно, касается нашей, как говорится, дальневосточной жизни и Арктики в том числе. И очень много тот закон, который приняли сейчас в Северном заводе, до сегодняшнего времени это было, республика тратила несколько миллиардов рублей для того, чтобы обеспечить северные арктические районы всем необходимым социально значимым товаром, продовольствием прежде всего. Но да, эта помощь всего лишь обеспечивала 23% от необходимого объема. Я прилетел в Якутию в 1971 году, 12 апреля, день космонавтики. Самолет Москва-Черский. Москва-Черский. Ил-18, 120 пассажиров, 4 двигателя. Самолет взлетел в Москве и сел в поселке Черский на ледовый аэродром. Там был другой аэродром, но он Ил-18 не принимал, а ледовый аэродром принимал. Мы сели в Чукурдахе, там купили виноград, яблоки, все, что необходимо, все там было. И прилетели в Черский. Ежедневно у нас в республике поднималось, 200-300 самолетов, вертолетов. Ежедневно. Сегодня несколько десятков. Я просто говорю, вот это уровень был, который мы должны и шли вперед. Поэтому я приведу, конечно, без сравнения ничего не переходит. Поэтому программа идет Николай Михайлович, программой «Победа», так и называется, «Победа». «Победа» – это программа, я вам скажу, Геннадий Андреевич встречался неоднократно с президентом Российской Федерации, Путиным Владимиром Владимировичем. Эту программу он знает совершенно, она у него есть. С этой программой ознакомлены все регионы, и ее не принять, это значит, проблемы, которые сегодня существуют, они останутся. Ждет население перемен в социально-экономическом политике и пути. Ждут коммунисты, ждут патриотические силы, но население, как будем дальше жить. И прежде всего нужны перемены. Нужны перемены в самом настоящем вопросе. У нас 160 тысяч бедных. Это живущих ниже прожиточного минимума. Республики, которые имеют все сырьевые ресурсы, 160 тысяч бедных. У нас 89 субъектов федерации, из них еще 4 же присоединились: Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская область. По уровню жизни республика занимает 70-е место. А по бедности занимает 17-е место. Это 70-е внизу, а самые бедные же впереди, мы на 17-м месте. Но это говорит о том, что, конечно, нужны перемены. Средняя заработная плата, надо честно говорить, средняя заработная плата 109 тысяч. Но эту заработную плату получает всего лишь 12% работающих. А остальная средняя заработная плата в 2 раза ниже. Поэтому мы говорим, ждем перемен. Ждут и другая часть населения, скажем, те же олигархи. Коммунисты сегодня говорят и предлагали провести вообще национализацию. Провели приватизацию, в результате которой сегодня, это же не пропаганда, это же конкретные цифры, которые вообще-то не укладываются в голове. 100 олигархов
имеет собственность, свою собственность, имеет 505 миллиардов долларов. Это 3 бюджета Российской Федерации. У нас, я назвал 37 триллионов бюджет Российской Федерации. Только они имеют 3 триллиона. Но это вообще-то не то, что несправедливо, это и незаконно. Эти богатства получили в результате незаконной приватизации огромной собственности, производственной, важных предприятий и так далее. Поэтому ждем перемен. Перемен, чтобы будет принят закон о прогрессивном налогообложении и о приватизации. То, что, о национализации. То, что незаконно приватизировано, должны вернуть государству. Не говоря о том, что 9 триллионов рублей – это теневая экономика, это вообще не учитывается нигде. И так далее. 150 триллионов нужно, чтобы выйти из всех сегодня проблем, которые существуют. Это и транспорт, и торговля, и уровень жизни, и наши дороги здесь, в Якутии и по всей стране в том числе. Держать национализацию, ввести налог на богатых, ввести монополию на продажу спиртных напитков, внести законопроект и поддержать республики, принять дети войны, закон принять, значит, социальные законы, которые о повышении, значит, пересмотреть жилищный кодекс, трудовой кодекс в отношении улучшения жизни людей. И заработной платы, и жилье очень многим должно быть доступным, и все остальные вопросы. В то же время уже сегодня Николай Михайлович с этой конкретной программой, некоторые пункты этой программы я назвал. Ну, самое главное, вот то, что мы сейчас говорим, нужны перемены. В какую сторону? Мы сегодня живем в каком строе социально-экономическом? Ну, давайте, в какой строй? Мы знаем феодальный, рабовладельческий, капиталистический, социалистический. В каком строе? Капиталистический строй. А согласны ли мы с этим или нет? Нет, не согласны. Почему мы позволили принять решение, закон об СНГ, которое ликвидировал Советский Союз? Хотя перед этим был референдум, на котором 72% россиян проголосовали за сохранение Советского Союза. Ну, сошлюсь на президента Российской Федерации. Он отвечает за свои слова, безусловно. И он сказал 2 фразы, которые я сейчас приведу. Советский Союз разрушение было величайшей геополитической катастрофой. Ну, коммунисты об этом всегда говорят. Всегда, значит, сопротивлялись, чтобы этого не произошло. Произошло. И второе. Президент говорит, хотя это не новость, это вообще-то все теоретики марксистско-ленинской теории. Ленин Владимир Ильич Ленин в работах как империализм, как высшая стадия капитализма, империализм как высшая стадия капитализма, говорил, что капитализм – это война. Война – капитализм. Вот он сказал, капитализм зашел в тупик. Значит, хватит. И не случайно, вот мы раздали, значит, Николаю Михайловичу Харитонову программу. И здесь, лучше не скажешь. И не согласиться с этим нельзя. Поиграли в капитализм и хватит. Хватит. Действительно хватит. Все, что потеряли, нужно возвращать. Выборов, понятно, проходит в условиях войны, когда мы все понимаем, нужно объединиться и победить врага. Все. В это строит Компартия, для этого очень много сделать. И делает сегодня и там, на фронте, и в тылу, и на международной арене очень много. Но для этого нужно решить и внутренние проблемы. Поэтому та программа, которую вот здесь мы коротко, но самые основные моменты есть, ее надо поддержать. И если мы за нее проголосуем, тем больше мы поддержим программу, которую предлагает Компартия, но нет сегодня лучше. Нет. Если говорим о будущем, только это нужно, значит, поддержать и сделать. Если все останется как прежде, но ничего большого, испытания будут продолжаться, а может быть даже увеличиться. Поэтому нужно проголосовать.
проголосовать за программу Компартии, с которой выступает Николай Михайлович Харитонов. И то скоро будет опубликовано предложение по Компартии о правительстве народного доверия. Должны в правительство войти представители Компартии, и тогда должны быть перемены. Кто бы не был избран президентом Российской Федерации, если он не будет опираться на программу Компартии, проблемы не исчезнут. Не исчезнут. И более того, население требует, чтобы эта программа была поддержана. У меня все. Спасибо большое.